Обеспечение жильем и улучшение жилищных условий – эта тема стала главной на прямой линии в общественной приемной главы Коми. Квартирный вопрос – один из самых болезненных в регионе. Об этом в феврале в своем докладе говорил Вячеслав Гайзер. Как он отметил, сейчас перед правительством поставлена задача максимально сконцентрироваться именно на этой проблеме и как можно скорее найти пути и методы ее решения. К слову, некоторые из проектов уже реализуются. Любовь Лапина знает, какие. Едва общественная приемная главы выходит на прямую связь, как телефон раскаляется чуть ли не до бела. Квартирных вопросов так много, что в отведенный час участники не укладываются. Первый звонок из Ухты. На проводе многодетная мама. У нее 6 детей и муж, участник боевых действий. Женщина признается, взяли бы ипотеку, но банки не дают, а потому рассчитывать семья может только на господдержку. Мы стоим во всех очередях, которые можно стоять, наверное. Очереди фактически вообще не двигаются. Строительство у нас вообще не ведется. Мало того, очередность в городе, по словам женщины, соблюдается странно. Так еще в прошлом году семья была второй в одной из очередей. А теперь выясняется, их вроде опять подвинули. Представитель Минархстроя успокаивает. Вопрос ведомство берет на контроль. Там просто идет обновление состава отдела. Мы знаем, что там есть такие проблемы. Пришли абсолютно новые специалисты, которые еще только в суть дела вникают. Вы бы обратились в агентство письменно, чтобы узнать, каковы вы в общереспубликанских списках. Еще один вопрос по европейской ипотеке. Ее условия очень привлекательные. Впрочем, воспользоваться ими может не каждый. Есть ограничения по заработку – не больше 45 тысяч рублей. Дозвонившиеся просят повысить лимит. Ольга Конакова поясняет, многие до сих пор не понимают, каким образом идут вычисления. При европейской ипотеке учитывают только чистый доход. На самом деле у нас не доход, который имеет ваша семья по справке 2 НДФЛ, если вы обращаетесь в банк. Это тот доход, который банк, после того, как вы к нему обращаетесь, рассматривает вашу кредитную историю и, значит, предоставляет нам справочку о доходе. Значит, из ваших доходов, из заработной платы, которая предоставляется, вычитаются все выплаты. В данном случае те обременения, которые у вас есть. Если вы ранее брали какие-то кредиты, значит, ваши обязательства вычтутся. И там же вычтутся, значит, все необходимые доходы, которые идут на содержание всех ваших членов семьи. Выделение участков под застройку – еще один вопрос, который чаще всего звучит на прямой линии, как и переселение из ветхого и аварийного жилья. По этой части присутствующий на прямой линии цитирует главу Коми. В своем отчете в феврале Вячеслав Гайзер дал четкий ответ на этот вопрос. Считаю, что нам не надо заниматься распылением средств, а сконцентрироваться на решении одной очень важной проблемы, чтобы решить ее в основном под ключ. Это должна быть государственная программа комплексного сноса ветхого и аварийного жилья в республике. И в связи с этим я поручаю правительству разработать соответствующие мероприятия как на этот год, так и на ближайшие 3 года. К слову, реализовывать проект уже начали. Одними из первых республики столичные власти. После мониторинга одного из старых районов города администрация Сыктывкара подготовила предложение по возведению на его территории нового жилого квартала. Он предусматривает поэтапную реконструкцию, в ходе которой под снос пойдут 36 двухэтажных деревянных домов. На их месте уже в ближайшие несколько лет вырастут 17 многоэтажек. Это 1500 квартир. Любовь Лапина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.